О том, что в 60 лет все только начинается, заслуженный деятель искусств Ингушетии Хава Акеева знает не понаслышке. Доцент кафедры философии Ингушского госуниверситета, член регионального штаба ОНФ, искусствовед. А с недавнего времени автор и ведущая программы на национальном телевидении. Находит время, чтобы просто посетить музей. За 40 лет трудовой деятельности она подготовила более 60 публикаций, организовала сотни выставок, в том числе и в Дамаске. Сегодня, несмотря на солидный возраст, она продолжает продвигать национальную культуру и духовные ценности ингушей, воодушевляя молодежь своими лекциями. Я тоже пенсионер, но я, в принципе, если с 1972 года ни один день я даже на больничном не была, я человек работающий, работавший и будущий работающий. То есть мне это нравится, и это приносит мне большую радость. А зарождалась ее любовь к искусству и науке еще в школе. Именно учитель истории повлиял не только на выбор ее будущей профессии, но и на мировоззрение. Он участник Великой Отечественной войны. Раз. Он ветеран войны, и он преподаватель. Следовательно, этот человек преклонного возраста соединял в себе не только теорию, как сегодня. Да, учебник можно взять, в интернет можно войти, все можно. Но слушатель, который смотрит на вас, как вы это переживаете, все то, что вы говорите, и ваше личностное отношение, вы меня извините, это чисто психологический аспект. И это 90% именно любви, которую вы вызываете у подростков, у учащихся дошкольного, школьного и, естественно, 8, 9, 10 классы. Опытные педагоги с многолетним стажем окружали Хаву Акееву и в институте. Сегодня, когда она и сама оказалась на их месте, о пенсии даже не думает. Активная и жизнерадостная, заслуженный деятель искусств республики, кандидат философских наук. Работает сейчас на докторской по истории искусств Ингушетии и помогает своим студентам в написании научных работ. По словам самой Хавы, это единственное, что по-настоящему приносит ей удовольствие. Кстати, недавно она стала первым ученым в Ингушетии, получившей медаль Европейской научно-промышленной палаты за педагогическую и общественную деятельность. Помимо этого, Хава Акеева отмечена почетными грамотами Минкультуры СССР, России, и это далеко не полный список. Я не говорю вам, что возраст – это критерий, когда можно человека оставить в стороне и идти дальше. Наоборот. Цивилизованное общество обращается к людям с богатым опытом для того, чтобы совершенствовать себя. Сегодня в России работают 30% людей пенсионного возраста. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни, тем более, когда есть желание и силы трудиться. В Ингушетии по статистике из более чем 100 тысяч пенсионеров 20 тысяч до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы отпускать опытных специалистов и работодатели, ведь главный плюс людей золотого возраста – бесценный опыт, которого нет у молодых коллег. Это стало одной из множества причин, по которой в Госдуме и было принято решение о повышении пенсионного возраста у мужчин с 60 до 65 лет, а у женщин с 55 до 63 лет. Другая причина – изменения в законодательстве будут способствовать росту пенсий. Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Вопреки бытующему мнению, повышение пенсионного возраста не коснется работников, занятых на опасных предприятиях, а также врачей узких специальностей и льготников по социальным основаниям. Подробный список опубликован на сайте Пенсионного фонда. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.